Хрупкое счастье, за каждый грамм которого врачи боролись почти 2 месяца. Братья Гатагажевы родились недоношенными. Вес мальчиков на момент рождения на двоих был чуть больше 3 килограммов. Уже через неделю двойняшки наконец-то окажутся дома, в кругу семьи. Вес у них был 1800-1500 грамм. Сначала они пролежали 10 дней в реанимации, потом с более удовлетворительным состоянием поступили в патологию. Мы лежим здесь 1,5 месяца, обещали на следующей неделе, если вес будет 2 килограмма, у нас выпишут. А так состояние хорошее, врачи очень хорошо смотрели за нами. Только из отделения патологии ежегодно выписывают около 800 малышей, родившихся с экстремально низкой массой тела. В перинатальном центре есть все условия для выхаживания недоношенных младенцев. Инкубаторы для интенсивной терапии, аппараты искусственной вентиляции легких и другое специализированное оборудование поддерживают жизненно важные функции дыхательной, пищеварительной и сердечно-сосудистой систем малышей. Ежемесячно у нас рождается с низкой, очень низкой массой тела дети около 25. Сейчас в отделении реанимации новорожденных у нас находится ребенок с экстремально низкой массой тела, до 500 грамм, который родился накануне. Будем надеяться, что он благополучно у нас перейдет на второй этап выхаживания и уйдет в удовлетворительном состоянии домой. Медики оказывают специализированную помощь будущим мамам с высокой группой риска развития осложнений во время беременности, родов и послеродовом периоде. Новейшее оборудование может выявить патологию уже на 8-й неделе беременности. В РКПЦ имеются кувезы, аппараты ИВЛ, магнитно-резонансный томограф, рентген-аппараты, аппараты УЗИ экспертного класса, система непрерывной аутотрансфузии. Большое внимание в перинатальном центре также уделяют созданию комфортной среды для пациентов. Мамы и малыши располагаются в палатах с собственными душевыми комнатами, оборудованы кнопки вызова врачей, пеленальные столики и ванночки для купания. За 5 лет мы провели здесь гемодиализ, ребенку которого перевели с районной больницы с острой сердечно-сосудистой недостаточностью, которая привела к почечной недостаточности. Ну и, соответственно, вот уже две сложных процедуры диализа этому ребенку успешно проведено. В отделении находится ребенок, который родился в соседнем регионе, который поступил к нам с гемолитической болезнью новорожденных, с высоким билирубином около 500. Проведена операция замены переливания крови. За сутки билирубин снизился почти в 2 раза. И на сегодняшний день ребенок готов к переводу в отделение патологии новорожденных с билирубином около 50. Во многом благодаря таким возможностям и профессионализму врачей в Ингушетии, согласно статистике, один из лучших показателей по рождаемости в стране – 15 новорожденных на 1000 населения. С начала этого года в регионе родилось 1911 мальчиков и 1758 девочек. Большинство малышей появилось на свет именно в стенах перинатального центра. В текущем году за первые 6 месяцев отмечается тенденция к повышению рождаемости. У нас в этом году за 6 месяцев родилось около 2500 детей. В республике утвержден план по снижению младенческой смертности и смертности в целом от основных причин. Численность жителей региона, согласно всероссийской переписи, составляет 519 078 человек. Ингушетия наряду с Москвой и Дагестаном досрочно достигла установленного на 2030 год показателя по продолжительности жизни в 78 лет. Сегодня в республике у нас самая низкая общая смертность среди субъектов Российской Федерации и один из лучших показателей по рождаемости и естественному приросту населения. В республике отмечается снижение показателя общей смертности по сравнению с аналогичным периодом 2022 года на 7,7%. То есть за первое полугодие он составил 3,6%. В 2023 году за аналогичный период 2022 года он составлял 3,9 на 1000 населения. На протяжении последних лет у нас наблюдается стойкое снижение уровня младенческой смертности. У нас динамически этот показатель снижается. Мы достигаем всех прогнозных наших показателей по всем планам мероприятий, по национальному проекту. Но все равно нам нужно
нам есть куда стремиться. Ингушетия успешно участвует в нацпроектах демографии и здравоохранения, инициированных президентом страны Владимиром Путиным, чтобы повышать уровень жизни, рождаемости и медицинских услуг. Тамара Хшагульгова, Асхаб Белакиев, Новости 24.